Давайте разберемся, кто у нас, а, есть такая народность в Дагестане, называется лакцы, да? Кто такие у нас лакцы? Вот на текущий момент население лакцев в Дагестане составляет около 180 тысяч, а в целом по миру считается, что их около 200 тысяч. Но по факту, скорее всего, в Дагестане около 150, может, 140 тысяч лакцев, представителей этой народности. В данный момент они занимают как бы родовые их там территории находятся в горах, как принято считать. Это всего лишь два района, Кулинский и Лакский. Там где-то проживает в данный момент около 18, может быть, тысяч человек. Ну, получается 10% от общего населения всего лишь. И то это, скорее всего, уже пожилые люди. 10% от общей массы населения проживает в родовых землях, скажем так, а большая часть проживает на низменности и в предгорьях. Большая часть, конечно, на низменности проживает. Это в самой Махачкале, вообще в Махачкале и Махачкалинском округе около 100 тысяч человек. 90 тысяч, если с Каспийском брать, со всей агломерацией 110 тысяч, где-то 110 тысяч проживает лакцев. В общем, есть такая народность лакцы, и давайте посмотрим, кто они, какая их родословная, как они сейчас, как можно их определить по генетическому составу, по историческим моментам, более глубинным, таким историческим моментам, если хронологию проводить, где их там, как корни, с кем они смешивались, с кем, что там вообще, что у них в крови, там, грубо говоря. В данный момент идет у них внутри такая история, что они как бы потомки как бы Шама, да, вот арабская, сирийская какая-то история у них идет, они это любят, потому что это общая дагестанская тенденция, вот эта историческая, этническая, вот эти составляющие вот моменты перемешивать с арабским какой-то родословной. Но это и понятно, потому что где-то в 8 веке было арабское нашествие, они, их эмиссары и миссионеры воинствующим оружием внедряли здесь свой исламский, так сказать, свое учение исламское, да, вот, через свой арабизм, так сказать, своя арабская культура, и ислам, и язык, и так далее, и тому подобное, и перемешали здесь они постепенно захватывали власть, в течение следующих 100 лет уже полностью они везде свои власти захватили, и они сюда переезжали, скорее всего, без жен, понятно, воины, да, и здесь оставались, и, как говорится, кто оставался, то незначительное, может быть, количество по сравнению с теми, кто вначале приезжал, да, они, скорее всего, волнами сюда заезжали, захватывали, воевали, а потом теряли, потом опять уходили, какая-то часть оставалась, какая-то уходила за новыми силами, и вот так, видать, все это происходило. Это суть в том, что какая-то часть перемешалась с ними, да, вот какая-то часть. Не вся, конечно, но процентов 30 вот так арабская генетика присутствует, да, вот она выражена, G2, G1, это не совсем истинно кавказская как бы гаплогруппа. Истинно кавказская гаплогруппа это R1A1, R1B, L1, L3 и еще несколько других гаплогрупп должно преобладать, да, чтобы определиться как чисто кавказион. В твоей генетике должно определиться преобладание вот таких гаплогрупп вместе с другими. Соответственно, и другие гаплогруппы по-любому будут, потому что из этого уже не получается. Чистых сейчас никого не найдешь, кавказцев. Все они имеют в крови и дополнительные другие гаплогруппы. Допустим, азиатских, там, арабских, там, и так далее, какой-то другой генетики. И вот посмотрим момент, что с какого момента прошло, как бы сначала было, да, арабское, как бы, нашествие, далее там перемешались и так далее в какой-то степени. Ну, на тот момент это было, короче, скорее всего, немного на лакскую долю, грубо говоря, современных территорий современной Лаки, да, вот на эту зону пришло, скорее всего, где-то 30% на 70 местного населения, 30% перемешенцев, грубо говоря. Тогда еще было царство Сарир, вот она как раз рушилась под нашествием, так сказать, арабов и войны с ними. И вот эта территория современной Лаки, она входила, то есть не было такого отдельного чего-то, да, это была территория царства Сарир, а центр был Хунзахи. Считается, это более поздняя аварская государственность, которая вообще известна, да, царство Сарир, не путать, то есть не Серир, а Сарир, именно Сарир, она звучит Сарир, потому даже если с арабского брать, она в арабском языке нету буквы Е, там у них нету Серир, такого нету, Сарир. Везде говорится, что это Сахиба Сарир, вот оттуда это как от арабского слова, как царство трона, пошло это название государства этого. Но, опять же,
это типа как арабы так называли, сарир, да, сахиба сарир. А, а на самом деле это есть предположение, что это название имеет чисто аварское как бы значение, это царир, короче, царир. Слово имя, именитый, великий, ну то есть слово царь это имя тогда считалось, это как бы величие, как бы от человека, от имя человека определялся его статус, то есть по имени уже определялось, кто он такой есть, допустим. Имя, да, вот имя Царрару, Цар-Абру, такой значимый, величественный. То есть вот эта территория современной Лаки, вот это полностью население, это было до пришествия арабов, это было полностью кавказионское население, кавказионное именно, грубо говоря, предки авар, то есть одно из племен аварских, грубо говоря. Этих аварских племен было на большой территории около 56, вплоть до Авазанской долины. Эти все территории расселяли аварские племена различные, еще со времен Кавказской Албании, более позднего, еще до нашей эры, такое государственное образование. Далее аварские племена западнее, они вплоть до Аванских ворот имели, то есть были расселены под разными там названиями, да, их можно определить там, да, допустим. Ну, то есть это одно из аварских племен, таких древних. Вот дальше с ним начали происходить трансформации, как и с другими племенами, соответственно, которые в территорию которых вторгались эти завоеватели. Вот мы говорим сейчас непосредственно про современных лакцев. Вот на них, в общем, вот это была ну, как бы внешняя, как бы внешний экспансия произошла внешней стороны, пришли силы, которые пытались навязывать свое на их территории. Было сопротивление, там союзники тоже помогали, там разное всякое. Но мы говорим чисто вот про эту территорию современную, да, вот. В общем, 30% населения подверглось арабизации, вот они, там есть арабская генетика, да, допустим. Дальше это тоже развивалось, там, допустим, до 12, 13, 14 веков. Потом в дальнейшем были уже персидские завоевания. Персидские тоже делали попытки персы захватить эту территорию, как бы вернуть когда-то то, что там несколько сот лет назад, то, что было какое-то их влияние на этой территории, они попытались это вернуть. И также через Дербент, оттуда, в предгорье Дагестана, они опять-таки на эту территорию пришли, потому что там был как бы центр, да, вот Хунзах и вот этот Кумух, это считались как бы центры Сарира, да, вот как это, как Хунзах это как Москва, Кумух это как Санкт-Петербург, так можно как бы соотнести. На тот период, вот этот, между 8 и 12 веком. И еще третья как бы была, это была Кеди, там современная, на границе с Чечней, этот центр был Кеди или Кауди, он еще назывался Кауди, да, как ворота в переводе с аварского. Это как бы такой запасной, такой, как бы такое место было, где всегда можно было укрыться. Это такое неприступное место, там оттуда не просто добраться, и там вообще оно как закрыто различными горными перевалами и так далее со всех сторон. Но оно тоже и в то же время, тоже как в дальнейшем, уже после того, как Кумух откололся и самоорганизовался, это уже там где-то в 15 веке было, тогда уже аварское как бы государство обособленное уже, оно уменьшилось в размерах в виде аварского царства, как бы уже было сформировано, это в 15, 16, 14, 15 веках, тогда уже этот идея или Кауди, а он уже как он идет вторая столица аварского государства, скажем так. А теперь вернемся опять к Хумуху, к лакцам, да. Иранцы это 12-13 века, иранское как бы идет уже нашествие опять. Там они с Дербентских ворот заходят, перебивают, то есть хазарский каганат, там хазар, короче, разгромив хазар, они через предгорье, через Табасаран, через вот эти все горные всякие общества, они доходят до этих современных, скажем, лакцев, да, но тогда они так не назывались, да. Царство Туман или когда Тумал, по-аварски Тумал они называются. Это, еще раз повторяю, тогда, на тот момент, это одно из аварских племен, Тумал, да.
уже обосабливающихся, уже подверженных арабскому влиянию, аварская там генетика поменялась уже там, да, персидская уже наседает, уже персидская добавляется туда генетика понемножку, так как арабская, то есть иранская экспансия уже началась. Опять же сопротивление, опять противостояние, и опять же идет временная как бы оккупация, потом опять при помощи центральных власти, центральных как бы родственников, да, Хунзах и так далее, аварское царство, была поддержка со стороны Хунзаха, грубо говоря, постоянная, но да и на Хунзах, и на эту всю территорию тоже, соответственно, такая же экспансия была. Но эти как бы единицы, они уже обосабливались друг от друга в плане политического, не военного, в военном как бы общее, там сразу мобилизировались они и вместе все это делали, сопротивлялись. А политически это разные уже единицы оформлялись как разные, оформлялись уже как разные единицы, да. Но тем не менее, вот опять получается иранское вот это нашествие и так далее. И теперь в этот раз получают они ожесточенное сопротивление, и идет там иранский правитель, он со злости и так далее полностью приказал, ну, они когда уже захватили, полностью приказал уничтожить мужское население. Скорее всего, полностью не уничтожили, но 80% считается, что было уничтожено. И этих жен, опять же, это такая традиция была, уничтожить мужское население, оплодотворять их женщин, и они уже дают их потомство, да, грубо говоря. И вот это было уничтожено, грубо говоря, полностью вот это население, как сказать, уже половина арабская, там половина там аварская, как бы, грубо говоря, там уже вот этот элемент, он уже почти полностью уничтожился, но остались эти женщины. Они тоже половина арабки, половина аварки, как, грубо говоря, да, аварские племена, да, допустим, чисто кавказионные еще. Они там остаются тоже там в каком-то небольшом количестве. Теперь туда заселяют, то есть это как бы временно захвачена Ираном вот эта территория, и также и другие какие-то территории частично были так захвачены, там тоже какие-то такие моменты делались, о чем я дальше сейчас буду говорить, именно какие моменты. Это заселение туда со стороны Ирана своих племен. Но основное, большое такое массовое переселение, это было именно вот этот Кумух, ну вот современная территория Лаки, да. Вот, а мужское население было уничтожено на 70%, и заселены туда лакайцы. И вот они, вот, получается, с 14 века где-то вот их можно определять как лакцы, да, современно вот трансформировалось это название, лакцы, лакучу, там так у них само название идет. Лакайцы, язык не характерен для вот этого дагестанского, как бы, дагестанскую группу его тяжело определить, потому что в отличие от даргинского и там другого какого-то языка, он совершенно вообще отличается аварского или табарсаранского языка, он вообще другой, или лезгинского языка, он вообще как бы другой, да, когда, ну, мне хочется в это верить, но эти записи есть, эти данные есть, как бы, да, ну, их во внимание надо брать. То есть, лакайцы, то есть вывод такой, что современные лакцы — это потомки иранские переселенные народы лакайцев, которые ассимилировались, то есть адаптировались. Произошло такое смешение, такой гибридный, может быть, язык. Допустим, те лакайцы, скорее всего, этих лакцев не поймут, но что-то, какие-то свои моменты будут там родные видеть. И также, соответственно, аварцы, даргинцы, еще дагестанские народы в их языке могут видеть свои какие-то моменты тоже фонетические, там, корневые и так далее. Поэтому это все вот так надо рассматривать. Но по материнской линии эти лакцы современные, они, скорее всего, кавказионы, процентов на 70. То есть там получается 70, ну, может 60, может 50, ну, там есть наша генетика, грубо говоря, аварская, кавказская. Вот кто такие эти лакцы, как бы, как я понял из всего того, что я проанализировал. Мы делаем вывод, что современные лакцы — это своей генетической составляющей где-то процентов на 70 это потомки, так сказать, одной из иранских племен, лакайцы, которые в данный момент локализуются в районе современного границы Таджикистана с Узбекистаном. Но в то время вся эта территория называлась Персией, то есть территория современного Ирана. Современный Иран, он в нынешних границах занимает только две трети той территории, которую он занимал ранее, если не половину. И поэтому вот эти есть такое племя, лакайцы, они сейчас уже существуют, их очень мало, они вот, как вот у нас есть агульцы и рутульцы, в таком меньшинстве находятся на территории своих стран. В данном случае это племя разделено, одна часть находится на территории Таджикистана современно, другая на территории Узбекистана. Таким образом, мы видим, что, скорее всего, их родословно современных лакцев по отцовской линии это представители вот этих иранских племен, лакайцев,
А по материнской линии это потомки аварских племен, да, скажем так. После геноцида, который был произведен иранским захватчиком, одним из иранских захватчиков, и из-за злости того, что было ожесточенное сопротивление оказано, тогда еще в мужском составляющем достаточно генетическая составляющая была аварская, в них, да, в потомках этих современных лакцев. Но также там и была и арабская составляющая. И вот этот синтез арабо-аварской генетики давал ожесточенное сопротивление. Грубо говоря, и персидский шах, получается, разозлился, он такого никогда не видел, такого ожесточенного сопротивления, такой незначительного количества народа, да, такая малочисленная группа, и оказывает, да, при поддержке других каких-то иногда обособленных, да, к тому времени уже тоже каких-то соседних народов, да, они помогали, но в целом потомки современных, так сказать, лаков в том времени дали хорошее, серьезное сопротивление, и от этого как бы был зол этот правитель, и вот он приказал истребить все мужское население. Ну, такая практика существовала, еще раз повторяю, в те времена, и заселил вот это мужское население вот этими лакайцами. А теперь мы видим современных лакцев вот такими, какие они есть на данный момент времени, да, в генетическом составе приблизительно в такой пропорции. По материнской линии, получается, они преимущественно авары, по отцовской линии они, получается, лакайцы где-то процентов на 70, на 30% это, опять же, авары-арабы. Везде пишется о том, что лакайцы типа представители тюркских племен, то есть там какого-то кипчакского племени и так далее, у них типа язык похожий ближе к какому-то кипчакскому диалекту и так далее. Но надо понимать, что здесь произошла такая ситуация, что лакайское меньшинство, да, это одно из иранских племен, еще раз повторяю, которое обособленно оказалось на тот период, было завоевание турками было завоевание Тамерланом, завоевание Восточной Персии, да, вот это Бухары, Самарканда, как раз в этой зоне или локализовались эти лакайцы. И они были в той зоне тоже, они не были большинством среди иранских племен. Среди тех же таджиков они не были большинством даже в тот период, когда их переселяли, да, оттуда на Кавказ, вот этот иранский правитель. Они не были большинством. Конечно же, они за эти 7 веков с приходом Тамерлана, да, тюркского завоевателя, он захватил узбек, его сын узбек, вот этот захватил вот эту территорию, и поэтому их назвали узбеками потом, всю эту территорию. И вот эти тюркоязычные вот эти составляющие элементы, там, конечно, главный язык был тюркский, и, соответственно, это меньшинство, лакайское меньшинство, персидское, да, персидским языком, она со временем, за эти 7-8 веков, она, конечно, видоизменилась, то есть более, там, короче говоря, в их языке, получается, подмена произошла тюркских, то есть больше половины там тюркских слов в их языке, короче, лакайском на данный момент. А в то время, когда вот это все переселение происходило, там 10 веков назад, около 10 веков назад, там у них был свой язык, ближе похожий к иранским, таджикским, таким языкам. И вот вот так их надо рассматривать. Им их не надо рассматривать, как сейчас они уже стали тюрками, да. Сейчас они, да, уже стали тюрками под влиянием тюрков, которые вокруг них жили за эти 7, 8, 9, 10 веков. И это не такое небольшое пояснение, если вдруг какие вопросы возникнут у тюрков.